Всем привет! Вы на канале Темиров Лайф. До сих пор не решены приграничные вопросы с Таджикистаном. В отдельных районах продолжаются конфликты и столкновения, которые редко обходятся без жертв и пострадавших. Из-за бездействия руководства двух стран во время апрельского конфликта погибло 36 человек, 33 из них гражданские, 3 военных. О судьбе каждого погибшего расскажет Улукман Джакапеков. Мы провели собственное расследование, связались с родственниками погибших и очевидцами событий, исследовали видео, социальные сети и готовы рассказать вам детали. 28 апреля. Водозабор Головной. Таджикская сторона начинает устанавливать камеры видеонаблюдения рядом с водозабором Головной и направляет их в сторону Кыргызстана. В свою очередь, жители близлежащих кыргызстанских сел собираются возле водозабора и высказывают свое недовольство. По итогам переговоров камеры не убирают, летят камни. Начинается небольшая стычка между жителями. Через некоторое время они разошлись. В социальной сети Facebook мы нашли призывы поехать в Ходжайло. Они были опубликованы 28 апреля на странице Сангизода Зафара. 29 апреля. Водозабор Головной. Около 300 человек с каждой стороны собирается у водозабора Головной. Интересно, что за 10 дней до этого рядом с водозабором таджикская сторона начинает сооружать окопы и готовить позиции. Пограничникам Кыргызстана это было известно. К сожалению, к тому моменту они ничего не предприняли. В этот же день, около 2 часов дня, начинается стрельба, в результате которой более 10 гражданских получили ранения. Сразу после начала конфликта таджикские пограничники начинают использовать минометы, РПГ и огнестрельное оружие. Мы видим, как группа людей укрывается за бугром, прячутся от пуль и снарядов миномета. Отметим, что собравшиеся люди безоружны и не были готовы к таким событиям. В результате минометной бомбежки возле водозабора Головной погибло 17 гражданских. По дороге Баткен-Аксай были расстреляны несколько автомобилей, в которых находились гражданские. Погибло 6 человек. Стреляли также в карету скорой помощи. Нет сомнений, что в ней не было военных. По итогу она перевернулась, никто не пострадал. В селе Гукташ после начала конфликта погиб 1 человек, он был в гостях у родственников. В селе Арка-2 5-летний мальчик упал в канал, но из-за конфликта на границе ему не смогли вовремя оказать медицинскую помощь. Он скончался по пути в больницу. В селе Аксай местный житель, защищая свой дом, погиб от огнестрельных ранений. На этих кадрах расстрелянный автомобиль марки Mercedes. В ней находились 2 человека, оба погибли. Мы нашли это место. Рядом были сожженные дома. По словам хозяина дома, в нем расположились и вели бой военные Таджикистана. На территории дома остались чехлы от снарядов миномета и пустые 5-литровые бутылки таджикского производства. В этом же селе от снаряда миномета погибла 12-летняя Мадина Рахмаджанова. Вот это место. В селе Максат в своем же доме заживо сгорел 54-летний гражданин Кыргызстана. Во время пограничного конфликта было повреждено или разрушено более 130 кыргызских домов и более 80 других объектов. Среди них школа, детский сад, автозаправочные станции и другие объекты. По официальным данным погибло 36 человек и 189 получили ранения.